С утра министр энергетики ознакомился с ходом работ по улице Ладария в районе турбазы. В рамках очередной инспекции Баталмушба осмотрел процесс реновации внутриподъездного хозяйства многоквартирных домов и оснащения абонентов современными интеллектуальными счетчиками. Это большая программа и охватит все районы республики. Сейчас работы проводятся в столице. В новом районе работы практически завершены. Осталось около 10 многоквартирных домов. Установлено 2500 приборов учета. Специалисты, завершившие работы в новом районе, переведены в район Турбазы и Синопа. На Турбазе работы ведутся в 4 домах. Сейчас проходят подготовительные этапы. Это бурение межэтажных перекрытий, установка кабельных лотков. Думаю, что через пару дней мы уже приступим к установке самих приборов учета. У нас работают наши коллеги из Татарстана. Это компания Smart Energo. Это непосредственно монтажная бригада. Производителями данных приборов учета является компания Промэнерго. Работы ведут более 120 специалистов из компании Smart Energo. На следующей неделе ожидается прибытие еще 20-25 человек. Параллельно начаты работы в городе Гудаута, также в 4 многоквартирных домах. По завершении работ в районе Турбазы следующий этап – центр города. В Гудаутском районе военного городка, там на текущий момент пробурены дома для прокладки кабель-каналов и проложения всей сопутствующей инфраструктуры. Аналогичные работы проведены уже в этих домах по улице Ладария. Сейчас мы видим, что наши специалисты, которые занимаются монтажом, они нарастили свой человеческий ресурс, что позволяет уже нам охватывать одновременно большее количество районов, домов. Министр энергетики подчеркнул, что работы по обновлению внутриподъездного хозяйства не проводились во многих домах с окончания войны или с постсоветского периода. Мы уже видим, что в тех домах, в которых завершены работы, падают нагрузки, улучшается напряжение в розетках наших жильцов. И сами жильцы отмечают, что напряжение становится более стабильным, и это позволяет им, конечно же, снижать и какие-то повреждения их внутридомовой домашней аппаратуры. Поэтому данные работы, конечно же, будут продолжаться. Определенные сложности, конечно же, тоже появляются. Это вот связано со всякими водонагревательными элементами, трубами водопроводными и так далее, которые задерживают бурение и так далее, потому что приходится обходить все этажи, выбирать маршрут, где можно проложить кабель. В частности, как в данном доме, например, да, есть такие моменты, где не получается выбрать магистраль, то есть мы уже обращаемся непосредственно к жителям с просьбой переместить свои бойлеры для того, чтобы мы могли проложить свой кабель. До конца 2026 года необходимо установить 60 тысяч приборов учета. В среднем работы в одном доме занимают от 4 дней до недели. Во временные рамки укладываются. Никаких конфликтов с местным населением у нас нет. Люди принимают эту информацию достаточно радушно в связи с тем, что мы не только приборы учета устанавливаем, мы еще и меняем все кабеля, все магистрали, то есть обновляем всю инфраструктуру, электрическое хозяйство, поэтому это на долгие годы будет безаварийно, будет снижение потребления, то есть все расчеты произведены под конкретный дом, и они соответствуют всем стандартам, всем расчетам, то есть аварийности не будет. С 1 апреля в Абхазии вступают в силу новые тарифы на электроэнергию для физических лиц. Ранее правительство по поручению президента временно заморозило рост тарифов для населения. Это было сделано, чтобы поддержать граждан в зимний период, в период пиковых нагрузок и повышенного сезонного энергопотребления. Это было связано с тем, что президент посчитал целесообразным необходимость поддержать население в период высокого энергопотребления, в зимний период, когда, как вы знаете, наши граждане включают обогреватели, это дополнительно увеличивает нагрузку на электросетевое хозяйство и, соответственно, увеличивает потребление электроэнергии. Было понятно, что и возрастает одновременная финансовая нагрузка для населения. Чтобы более благоприятные условия создать в этот период повышенного энергопотребления, правительство
временно заморозило запланированное повышение и перенесло его на 1 апреля, на период, когда уже стабилизируются уже и погодные условия, и, соответственно, будет снижаться нагрузка. При потреблении электроэнергии физическими лицами для бытовых нужд тариф при подключении одной фазы составляет 2 рубля. При трехфазном подключении 2 рубля 70 копеек. Шазина Ханагу, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.